был, ну, район Полярного Урала. Вот, были Амдерма, Хальмерью, был маршрут, ну да, вот до Усть-Кары. Потом стали летать, ну, на Северную Землю, из Северной Земли, по возможности, значит, если была возможность добраться, уже отправлялись на остров Хейса, земли Франца Иосифа, и оттуда уже вот у нас были всякие радиальные маршруты, и в зависимости от того, какой был год, ты попадал там или в период, когда разводе полыньи там мался, или у тебя была довольно спокойная ситуация, или наоборот, очень такие были годы, когда пурга была серьезная, достаточно часто, и приходилось ее каким-то образом, ну, пережидать. Спать там по несколько дней – это тоже своеобразное испытание, потому что, опять же, пурга вот она, сроки вылета, они вот они. И надо тут как-то успевать. И маршрут, он не укорачивается от этого, его нельзя спрямить, он между островами идет, проливами. Ну, все кадры, которые вот вы тут видели, снятые не о пробегах, а о полярных экспедициях, о переходах, о жизни. На Ютубе, если вы захотите зайти на команда Метелица, Кометелица, у нас там свой канал есть, вот много довольно и роликов, и фильмы, которые сделаны о метелице. И хроника просто вот чисто, даже без монтажа, просто с музыкой такой фоновой. Ну, там выложено очень много материала. Вот этот материал по большей части снят мной. Снято на камеру Красногорск, нашу ручного завода 16-миллиметровую камеру, которая имела вот, ну, такой ручной завод на 30 секунд. И, ну, были некоторые технические сложности. Это же все, ну, как бы пленка. Нужно было эту пленку беречь, там ее нужно было мотать, нужно было иметь с собой на маршруте много всяких приспособлений, чтобы справляться и с камерой, и с фото одновременно. Фотокамера в то время была у меня полулюбительская Nikon FM, которая такая была полуавтомат как бы, и один объектив 35 миллиметров. Это было очень дорого. На советские деньги стоило это полмашины, $1400, я помню. Мы в свое время за нее заплатили, собирали эти деньги так, с большим трудом, потому что все делалось на свои зарплаты, в свободное от работы время. И нам начали помогать уже, ну, научные институты после того, когда и мы смогли заказывать снаряжение. После того, когда метелица уже утвердила себя и показала такую, ну, серьезную продуктивность, работоспособность, надежность, и можно было четко ожидать результатов. Вот на самом деле именно поэтому вот Ирина Михайловна, как фото- и кинооператор, в Соединенных Штатах вышло такое огромное, такое очень крутое издание, величайшие экспедиции 2000-летий вот, прошедших. Женские экспедиции. Ирина Михайловна считается в мире самым экстремальным фотографом за 2000 лет. Света, там при царе меня, Горохе, конечно, понятно. Хвалит, ну, это правда. Ну, во всяком случае, вот в книге, которая посвящена всем женским... Совершенно случайно она у меня в руках оказалась. Нет, это другая книга. Мы про другую говорим? Это другая книга. Есть американская книга, называется Women of Discovery. Ее выпускал Милбри Полк, это внучка президента Полка, это целый фонд, это огромная работа, это вот величайшие женские экспедиции за всю историю. Путешественница, исследовательница, и вот она посвятила свою работу, труд такой. У нее некоммерческая организация, которая поддерживает и популяризует работу всех женщин-исследовательниц и путешественниц, независимо от того, Арктики там или, не знаю, полярных или тропических широт. Кто-то спрашивал про барышню в купальнике. Ирина Михайловна сказала, что это не она, другая Ирина. Но вот на этой книжке это единственная
книжка, которую выпустила Метелица, правильно, да? Она вышла относительно недавно, в 2010 году. В 2011 году. В 2011, да. Одна из авторов — это как раз мама Ирины Михайловны, бессменный капитан команды Валентина Кузнецова. В нашей библиотеке теперь эта книга есть, и даже, я по секрету скажу, 2 книжки еще есть, которые можно приобрести в фойе. Вот здесь как раз Ирина Михайловна Кузнецова. Да, так получилось. Друзья, мы ограничены немножко по времени. Если есть вопросы, давайте... Да, давайте в микрофон, пожалуйста. Вот вопрос. Художественный фильм будет про вас? Вы знаете, у нас... Сейчас мы все скинемся, и будет. Вот, да, вы знаете, ну, Таня шутит, но на самом деле в каждой шутке доля шутки, остальное правда. Я тоже не шучу. Написан синопсис, то есть заготовка сценария. И даже и у нас были желающие получить эту замечательную роль, но не было желающих профинансировать такой фильм. Но мы эту идею не оставляем. Я надеюсь, что у нас однажды это получится, потому что история Валентины Михайловны, ну, покруче многих женских историй, и это очень-очень интересно. Она прошла войну, она вместе с семьей ее расстреливали, и много всего было в ее жизни. Она очень яркий, очень интересный человек. Это, кстати, очень интересная книга. Вот в библиотеке, если у вас будет возможность, все-таки вы ее возьмите, там она достойна того. Это наши дневники. Дневниковые записи, да. Это публикации всех ведущих изданий, там, которые как-то отслеживали в то время то, что происходило. Ну, была информация в прессе вот такая. Это тексты от Валентины Михайловны Кузнецовой, мамы моей, и от Ирины Баяновны Соловьевой, психолога, о котором Светлана сейчас рассказывала, вот космонавтки наши. Это, знаете, помните, как в анекдоте про Брежнева, да? Вы мою «Малую землю» читали? Читал, интересно. Может, и мне почитать. Вот мы готовили ее, и, соответственно, я ее не читала, пока мы готовили. Потому что все время уходила на перекладывание бумаг, на сканирование документов, на подготовку, на то. И когда уже книга вышла, прошло какое-то время, я ее прочитала, и оказалось, что она интересная. Там есть целая глава, посвященная в детали научным исследованиям. Ну, как бы не совсем детально, но в популярной форме. Там очень четко и ясно. Очень у нас интересный, конкретный и короткий вопрос. Да. Девочки, там какая температура? Вы обтираетесь снегом? Минус 55 Это было душ. в тот момент. Это у них душ. Нет, мужчины, которые там живут и работают в течение года, Они так и моются. они привыкают к этому. У них, конечно, есть баня, у них есть альтернативы и нет такой острой необходимости. У нас просто была необходимость. Если вы 64 дня ходовых там на маршруте, и чтобы не замерзнуть, вы идете в темпе, когда вам тепло, и вы потеете. Но 64 дня женщинам как бы потеть и при этом не принимать душ, ну, надо обтираться снегом. Скажите, пожалуйста, еще, Родина как-то отметила ваши заслуги в развитии спорта, испытания как на прочность человеческого тела, как говорится? Были ли награды? Вот мы видели газетную публикацию, подписанную Горбачевым. Спасибо, любимая Метелица. Было ли что-то еще, кроме газетных публикаций? Замечательных публикаций правительственных телеграмм много было, они есть. Вся Метелица отмечена знаком «Почетный полярник», и все. Нам... Нет, дело в том, что звание мастер спорта – это своеобразная история. Каждый мастер спорта в своем виде. Ирина Баяновна – мастер спорта парашютного спорта. Валентина Михайловна – мастер спорта по лыжным гонкам. Они уже мастерами вошли в команду, правильно? Да. Это да, как ни странно, даже я мастер спорта. Экспедиционная деятельность – это работа полярной испытательной такой команды на маршруте. Это не спорт. Да, мы до этого все были в профессиональном спорте. Есть еще интересные вопросы. О, вот бегу. Студенты, видимо, по очереди. В любой экспедиции бывает какой-то форс-мажор. Обморожение, провалился в полынью, медведи. У вас что-то было? И у меня главный вопрос, как вы избегали обморожения или вы их не избегали? Как вы спасались от этого?
это очень хороший и глубокий вопрос. Значит, по поводу полыньи. С полыньей бывало. И самые, кстати, такие решительные и матерые путешественницы, которые впервые шли с командой и хотели показать свою крутизну, вот они, Которые до этого ходили сами, а потом, Да. придя в Метельцу, говорили, сейчас мы вам покажем. вот они попадали в полынью. А те, кто как бы не были такими уж особенно матерыми и не били себя пятками в грудь и не пытались никому ничего специально показать, они не попадали в полынью. Они, наоборот, доставали из полыньи тех, кто попал, и дальше находили у себя в своем мешке и личных вещах то, во что одеть вот этого самого ретивого участника нового, который не имел лишней булавочной головки веса, потому что был очень таким продуманным путешественником. Вот. Были такие моменты. Медведи многократно. Разные ситуации с медведями были. Рассказать, пару-тройку я расскажу сейчас. А еще один, что вы сказали в стрессовых? Обморожение. Значит, вот обморожение, это очень важный, крайний вопрос. Значит, были бы у нас обморожения, нас предупредили, если будут хоть какие-то, потравы вашему здоровью, то считайте, что это ваша последняя экспедиция. Вас не будут выпускать на маршрут, поддерживать, никому не нужна ответственность за то, что женщины покалечились и что они такие, недостаточно умные. А у нас была такая тактика движения по слабейшему в команде. У мужчин часто это бывает так, что вот все сильны, и каждый встал и там потянул со скоростью, остальные стараются там догонять. И бывает, что группа сильно растягивается и морозятся, потому что спешат. Далеко, намного дальше, они не уходят. Да? Но получается большая стрессовая ситуация, большие нагрузки и обморожение. Почему? Потому что нету времени остановиться, и пока еще чувствует кожа, где в каком месте становится очень холодно, как правило, это лицо, поправить маску и сделать все, чтобы предотвратить вот это обморожение. Если ты плюнешь, не обратишь на это внимания и продолжишь сжать на 5-й скорости, вот в этом случае кожа теряет чувствительность, и потом уже, уже и наступает это обморожение. Обморожения случаются, если люди находятся в состоянии неподвижности. Мы себе этого позволить не могли. Мы могли только активно очень двигаться, потом ставить лагерь, потом в этом лагере делать все, что необходимо перед отходом ко сну, и заполнив наши дневники, сделав психологические тесты, задания выполнив, час где-то лежа в мешках, как правило, засыпали. Засыпали после еды, угревшись. Утром вставали, и опять очень быстро в темпе вальса надо было собирать лагерь и двигаться. Некогда было мерзнуть. Режим движения, как правило, был такой 50-40 минут, в зависимости от сложности рельефа, от того, какой сложный был переход. Это движение, и 5 минут на то, чтобы как-то оправиться, кому чего, перекусить, если нужно, поправить снаряжение, поправить маски. Но если у кого-то был какой-то сбой, сбилась маска, что-то свистел всей группе, группа приостанавливалась и ждали, чтобы ни в коем случае не случилось обморожение, о которых вы говорите. Вот именно ориентация на каждого, глубокое внимание без критики к каждому участнику экспедиции. Вот это вот основа того, чтобы спокойно, без стрессов и вследствие этого радостно пройти вот этот вот путь. А с медведями, медведи видели, я не знаю, я видела медведя, который шел за мной на пути, прямо по пути нашего следования. Я снимала, была последняя, за мной слышу хрум-хрум-хрум-хрум. Никого вроде нету, а шаги. Я поворачиваюсь и вижу на расстоянии это я, а это медведь, где этот Дом дружбы народов, стенд. Значит, он спокойно, в том же режиме, в том же темпе, не ускоряясь, не догоняя, не отставая, спокойно идет так
типа изучает, что там впереди. А с нами собака Морда была в это время. Она отличалась тем, что она такая вот медвежатница. Вот если есть медведь, она там его облает, бросится на него там. И мы как-то и не ждали, что будут медведи. Всегда брали с собой собаку, потому что она должна почуять. Но в данной ситуации дело было в торосах, она ушла далеко вперед, и медведь пришел с подветренной стороны. Не с медведя дуло на собаку, а с собаки на медведя. Собака его не почувствовала. И получилось, в принципе, хорошо, что медведь был уже, это была весна, видимо, он уж так наелся, был сыт, и просто шел из любопытства. Но это был вполне взрослый медведь. По следам медвежьим, совсем свежим ходили, буквально, может, он час назад прошел. На острове Гукера, где мы, однажды старт у нас был с Гукера до Хейса, там между островов, там первая Папанинская полярная станция, это первое зимовье Папанина, и там остались эти балки, в которых, домики, в которых жила эта экспедиция. Двери открыты, какие-то двери там сорваны, и там в кубрике, начальственном на кожаном диване мы зашли и посмотрели, просто что там такое происходит. Там много следов к этим домам медвежьих. Сунули нос, и как медведя там прям буквально не было, но было много этой медвежьей шерсти всякой, и следов присутствия жизни медведя на диване вообще. А потом мы этого медведя увидели где-то метрах в 300-400, он там появился и стал продвигаться в этом направлении. Мы поняли, что надо, в принципе, ставить палатку где-то не прямо на станции, а немножко поодаль, потому что это, в общем-то, его территория. Хорошо, что мы обследовали эту местность до того, как поставить наш лагерь. Как рассказывают другие участницы, говорят, так быстро мы никогда не вставали на лыжи. Это правда. Вы не носили с собой ружье какое-то? Обязательно всегда на маршруте был карабин. И как наиболее стрессоустойчивый полковник вооруженных сил, Ирина Баяновна Соловьева была карабиноносцем. И она должна была в случае чего давать предупредительный залп или стрелять уже прямо в медведя. Но порой бывало так, что медведи они неожиданно появлялись и практически из ниоткуда. И не предупреждали, что тут надо встать, прицелиться и прочее. Ирина Баяновна впереди с собакой, наверное, с подветренной стороны. Никогда не стреляла. Но собака прочухала и прибежала. И именно то, что она прибежала и, разлаявшись, кинулась на этого медведя, она его пугнула, он убежал. Это, в принципе, ей спасибо, она спасительница была в данном случае. А то просто любопытство праздное его вело. Был еще случай с медведем, проходили мимо, я увидела, как охотится белый медведь. Воочию совершенно на нерпу, над лункой сидит метров, наверное, 150 было до него или 200. И сидит на попе, какая-то трещина, ноги, лапы, это самая трещина, да, простите, лунка между лап, сидит, и нос прикрыл, и смотрит в эту лунку, и лапа так. И он сидит в такой позе, долго. А мы мимо идем, я думаю, ой, тут мне надо объектив, у меня не было зума, еще надо тут быстро объектив как-то менять, хочется снять, да группа идет, да не надо останавливаться, говорят. В общем, одним словом, просто я пронаблюдала эту сцену, снять мне не удалось, было очень жалко. Значит, совершенно неожиданно, в таком положении, сидя, я не знаю, несколько минут, как я на него смотрела, пока шла, вдруг такое движение. И когтями своими, видимо, в момент, когда нерпа подошла, чтобы вдохнуть, он сидел в ожидании нерпы, потому что тут не было больше где вынырнуть, и это был ее способ дыхания. Он ее просто ждал. Он ее зацепил и выбросил так вдаль на лед. Она пролетела метров 5-6, наверное, такая здоровенная нерпа. И он поднялся к ней, пошел там, дальше ее начал там уже есть.
Вот. Ну и, в принципе, как бы было им что кушать. Они вот в это время, уже в апреле, в мае, они довольно сытые. И, ну, в общем, на нас не нападали. Был другой случай очень интересный. Это было не со мной, Наташа Бахарева рассказывает. Вот ночью она лежит, у нас палатка зима, ногами к центру палатки и головами к краю, и головы, в общем, ну, как бы у некоторых в стену упираются. И вот она просыпается, не то, что просыпается, а вот что-то там у нее так вот в районе головы, что-то там вот как-то, что-то давит ей, что-то как-то наседает на голову. Она во сне вот так отталкивает, там, типа, иди отсюда. Думает, ну, может, собака привалилась там к палатке с той стороны. И потом, значит, с утра вышли на улицу, поглядели, и вот тут вот медвежьи следы, и Лёшка медведя вот здесь вот была. Видимо. А до этого шла медведица с 2 медвежатами, параллельно, ну, ходу команды, вот маршрутом тем же самым. Видимо, просто она, ну, как бы наблюдала и учила вот детей тому, что вот тут ходят какие-то по Арктике, тоже они смотрели на нас. Вот Это люди, они невкусные, их есть нельзя. да, но в этот раз не было собаки. После этого но с случая ружьем. на каждую экспедицию уже договаривались заранее, брали собаку с полярных станций, именно самую такую охотницу, самую медвежатницу, которая обязательно будет лаять. И не подпустит медведя так близко. Вот. Ну, были другие случаи, там, допустим, обрушение языков этих самых снежных, там, наносов, типа лавины такой, там, падает, когда ты идешь там под этим языком рядом со стеной, и, ну, нет другого прохода, иначе очень плотные торосы с другой стороны. Вот так вот нас присыпало вот постолько, да, за головой не присыпало, но надо было откапываться. Еще вопросы? Да? Ага, я помню, иду. Здравствуйте. Хотелось бы подробнее узнать, если это можно, о связи ваших экспедиций и, получается, разработки реабилитации для людей с инвалидностью. Ну, это Света, наверное, потому что она занимается сейчас вот этими вопросами, ну, напрямую. Ну, вы знаете, здесь есть. Здесь, наверное, не связь, не о связи. Вся современная работа, которая ведется, на сегодняшний день у нас 2 основных направления. Это текущая работа. У нас есть свое небольшое помещение в Москве, где стоит скалодром, где стоит спортивный зал, который подобран нами под наши задачи, где идут текущие тренировки для детей с ДЦП. И занятия психологов, занятия специалистов, которых мы привлекаем, дефектологов, тейпиаторов, психологов, кого еще там, неврологов. Это дети с ДЦП и люди с ампутациями. Проблемы опорно-двигательного аппарата. Это все выросло из той истории, что психологическая программа, о которой я говорила, которая наработана Ириной Баянной Соловьевой и Наташей Крыловой, да? Да. Она настолько классно адаптируется к жизни инвалида, потому что, по сути, я уже говорила, и, наверное, я немножко могу притормозить, потому что мы 2-й день общаемся с людьми, и многие вещи я повторяю. Но, по-моему, я уже это говорила сегодня. Жизнь инвалида очень похожа на автономную экспедицию. Человек закрыт. И вот сейчас молодые, красивые, сильные, путешествующие очень сильно удивятся. Но дети-инвалиды, именно дети, тот, кто имеет врожденную инвалидность, не приобретенную, чтобы вернуться хотя бы частично, не вернуться, а подойти частично к полноценной жизни, чтобы сделать шаг в здоровое общество, они выносят психологическое давление и психологическую нагрузку в разы большую, чем вы можете себе представить в любом экстремальном путешествии. В самом сумасшедшем, в самом неорганизованном, дурацком путешествии, экспедиции стресс гораздо меньший, потому что любой путешественник, и Ирина Михайловна сейчас скажет,
боится погоды, животных, ну, мало чего еще, ну, каких-то вот явлений. Ребенок-инвалид, делая первый шаг из дома, боится людей, боится всех, кто его окружает. Это очень тяжело, поскольку метелица, отрабатывая свои программы психологической подготовки, научилась не только, вот я акцентировалась на этом, заходить в стресс, работать в стрессе, жить в стрессе, но и выходить из него, реализовывать этот стресс, правильно направлять, не ломаться при этом, возвращаться к здоровой жизни, к нормальной жизни. Потому что, ну, жизнь в текущем режиме и жизнь в походе – это две разные жизни. Вот именно это мы положили в основу, мы это доработали, и дорабатываем, мы будем дорабатывать, и мы учим ребят не только тому, что вокруг инклюзия, вокруг все классно, вас везде ждут, инвалидам дорога открыта. Мы учим их к тому, что куда бы вы ни пришли, помните о том, что здоровые люди – это точно такие же люди, как вы. У них куча своих проблем. У нас есть подопечные, которые в 34 года с удивлением говорили нам: как, Светлана Александровна, а что, вам мама тоже звонит и вас тоже ругает? А я думал, только на инвалидов могут орать. Я думал, у здоровых в семьях все по-другому. То есть люди совсем не представляют жизнь вокруг. И мы для них, для инвалидов, очень часто, как белые медведи, они нас боятся. И очень часто, когда у нас приходят волонтеры и говорят: я хочу помогать инвалидам, я вам сейчас как помогу, и я понимаю, сейчас ты нам как поможешь, потому что ты сам его боишься. Здоровые люди очень часто боятся работы с инвалидами, потому что они не понимают, как не задеть, как не обидеть, как не унизить. Вот прежде всего психологические аспекты. Потом дети с ДЦП очень часто при вот таких формах, когда есть гиперкинезы, да, то есть вот излишняя подвижность, когда есть спастико-гиперкинетическая форма, это, как правило, очень худенькие, очень хрупкие внешние люди. И у нас тренеры, которые приходят нам помогать первоначально, они просто боятся сломать. Они не понимают, как с этим работать. Это страшно. И вот получается такой взаимный страх. И здесь вот очень хорошо мы научились, благодаря той вот подоснове, которая была, мы научились с этим справляться, мы научились из этого выходить, и мы научились в том числе очень многие вещи из опыта питания, построения питания метелицы. Потому что как только вот такие инвалиды начинают тренироваться и заниматься, а спорт – это единственное их лекарство на самом деле, хороший, регулярный, правильно поставленный спорт. При том, что взрослые женщины могут весить по 50 килограмм при хорошем. Вот. То есть как только человек начинает заниматься, там стоит вопрос питания, потому что он и так худой, а он еще теряет. То есть вот здесь опыт метелицы очень-очень хорошо пошел. Где-то мы используем опыт метелицы, особенно то, что касается питания, для тех, кто восстанавливается после параличей, после пролежней, после инсультов. Потому что там тоже проблема потери веса, там тоже очень серьезные проблемы набора мышечной массы. И там тоже очень после 3 месяцев лежания начинаются очень тяжелые психологические последствия. Иногда, не иногда, всегда, люди боятся выйти из дома. Это не фигура речи. Они боятся реально выйти из дома. Они боятся это до животного какого-то вот уровня. Вот у нас сейчас на базе потрясающий мальчишка Никита, который во время тренировки сломал шейные позвонки и полный паралич. Вот чтобы уговорить Никиту поехать на хоккей, ни одного, а с кучей народу, у нас большая команда, много подопечных, и на инвалидной коляске был бы не он один, а еще и одна девочка. Мне понадобилось 3 рабочих дня, чтобы он в конце концов сдался и сказал: все, ладно, я не хочу, я не понимаю зачем, я боюсь, но я все равно поеду, просто чтобы вы от меня отстали. И когда мы потом с ним разговаривали, он говорит: да, было очень страшно, но вот какой-то рубеж вот пройден, какая-то стенка сломалась, мне стало легче. Это действительно настоящий страх.
Но, тем не менее, без особого драматизма и по возможности радостно метелица старается работать с людьми, потому что и так хватает напряжений. И вот все смягчить, все сделать, по возможности в шутку, и поверить в себя, и утвердить в этой вере в себя. Вот это вот психологические аспекты работы, которые крайне-крайне необходимы. Это основа мотивации. Конечно, мы не приходим там на работу с умными лицами, там, не толкаем умных речей подопечным, которым и так хватает. У нас на работе собаки, кошки, попугаи, там 2 аквариума, у нас 3 шикарные хаски, которые очень сильно разряжают обстановку. У нас весело на самом деле, и даже куры есть, которые вот там, за курями следить, это отдельная история. Сколько примерно человек в год бывает на реабилитации в вашем центре? Сложный вопрос. У нас в год 120 семей, которые получают разного уровня поддержку. Иногда это бывает очень просто, там что-то оплатили, что-то проконсультировали, помогли, рассказали, а люди сами разобрались дальше. Есть подопечные, которые по 2 года живут на нашей базе. Сейчас у нас постоянно проживающих опорников 5. 2 из них с мамами, потому что там без мам невозможно пока. И приезжающих, уезжающих 20 семей, остальные сейчас, просто такой вот период, что они на дистанционке. То есть они прошли просто свои курсы и сейчас ждут следующих. Мы видели кадры, как тренер, да, он онлайн консультировал по тренировке. У нас сейчас есть подопечный в Липецкой области, к сожалению, молодой человек, 32 года всего, летом они просто ныряли и просто сломали шею, и что-то как-то местная медицина решила, что пожил и хватит. То есть ваши подопечные – это не обязательно дети, не обязательно подростки, это, в принципе, возраст тех людей, кому вы помогаете, он не ограничен. Понимаете, дело в том, что мы увидели абсолютную узкопрофильность современных благотворительных фондов. Онкология, причем не все формы онкологии, эпилепсия. Причем, если эпилепсия осложнена чем-то, то фонд по уставу уже не может помогать этим людям. Сейчас Министерство юстиции, оно очень жестко подстригло всем уставы, и вот узкопрофиль. Сейчас вообще время узкопрофильности. Я боюсь, что скоро оториноларинголог, специалист по левому уху, не будет понимать, как вымыть пробку из правого уха. Мы к этому прям сейчас подойдем скоро. И в благотворительности, к сожалению, такая же история. И у метелицы очень давно разработанный устав, потому что мы очень давно юрлицо. Мы, наверное, самое старое НКО в России, мне кажется. Может быть, фонд имени Ленина, детский, но мы забыли, там, то ли они в 83-м году образовались, а мы в 84-м, то ли наоборот. Мы древние. И Министерство юстиции не может заставить нас поменять устав. Мы можем это сделать только сами, если заявку подаем. Мы не подаем, потому что в нашем уставе есть 2 пункт, где написано благотворительность и иные акты милосердия. И что является, а что не является актом милосердия, нам никто не может диктовать. Поэтому мы занимаемся людьми, от которых отказались все, независимо от диагноза, независимо от возраста и от места проживания. У нас сейчас подопечные из Архангельской области, Перми, Краснодара, из Тверской области очень много людей, просто отвратительное отношение, медицина ужасная просто. Из Смоленска, много из Липецка. Дальше не соображу, не вспомню. Из Москвы и из Подмосковья, конечно, тоже очень много. А сколько человек делает эту большую работу? 120 семей в год – это много, да? Сколько-то постоянно живет? То есть штат у вас… 6 человек. Всего. 6 человек, 3 из них инвалиды. Вот так. Про положительную статистику спрашивают. Нам рассказывали на предыдущем мероприятии про счастливые случаи, когда, может быть, Светлана Александровна повторит. За все время работы касаемо реабилитации, это не только реабилитация, у нас 2 программы, да? Одна, которая работает в офисе, это именно физическая реабилитация. Туда приходят каждый день дети, они тренируются, там ведутся дневники тренировок, это совместная программа. Сейчас уже к нам подключается Институт дружбы народов, РУДН, их медицинский институт, они будут на нашей базе вести свою практическую площадку, мы будем с ними писать научные работы вместе, там уже все темы определились, уже прям все. И 2 вид – это программа СОС.
В декабре мы прилетели в Пермь, увидели девочку, которую избил молодой человек, которая 5 лет лежит, которая в вегетативном состоянии. Мы ее забрали в Москву через 2 недели, через неделю обследования и 2 недели лечения. Девочка подала голос. За 5 лет она не издавала ни звука вообще. Она подала голос, она начала выполнять команды. Это значит, что она в сознании, это значит, что сознание есть, это значит, что она может говорить. Потом оказалось, что Пермь говорила туберкулез, оказалось не туберкулез и так далее. За все время работы у нас погиб только один подопечный. В прошлом году это было... Мы были к этому готовы, потому что он был обречен. И мы помогали в его лечении, потому что мы не могли его оставить в Ростовской области. Это городишко Шахты, где он бы очень тяжело умирал. Это 14-летний подросток, который нуждался в пересадке сразу 3 органов. Печени, почек и селезенки. Такие операции пока даже и не делаются. Делаются только парные трансплантации. 3 органа одновременно не пересаживают. Но у нас была надежда, что в НИИ трансплантологии смогут вытянуть состояние печени, и мы обойдемся без пересадки печени. К сожалению, не получилось. Я не могу считать это неудачей, потому что это ребенок, который ушел в нормальных условиях, при нормальном обезболивании, в чистой, прекрасной палате, вот с отцом, там только папа, и папе, и была оказана тоже всевозможная поддержка, и помощь, и все. Статистика, сложно сказать, глядя по какому вопросу. Практически 100% детей, приходящих к нам, дают положительную динамику. Мне кажется, здесь надо похлопать. Хорошо. Тут вы поймите, дело в том, что если вы с ребенком занимаетесь, он не может не дать динамики. Если вы поливаете цветы, они не могут не расти. Сейчас, подождите, я с микрофоном подойду, мы пишем. У меня голос, это не нужен мне микрофон. Вот к вам вопрос. Вы верующая? Кому? К Светлане или к Ирине? Я не знаю, кто. Давайте, ко всем, давайте я отвечу так. Светлана за всех ответит. Я за всех отвечу. В команде все верующие. Но мы не являемся религиозной организацией. Но верующие все. Мы вчера были в Ибе, в монастыре. Это Вольтер, знаете, что сказал? Вольтер много чего говорил. Много. Очень замечательно сказал. Пока на свете есть дураки и мошенники, будут и религии. Здорово. Катастрофически садиков не хватает, школ. Это 2 смены. В каком запустении территории садиков? Кирилл все говорит. Вот 3 храма. Вы знаете, к сожалению или к счастью, я не знаю, но мы не имеем влияния на патриарха Кирилла. Спасибо за вопрос. Не знаю, чудесный вопрос. У нас, по-моему, есть еще вопрос, да? Сейчас. Так, давайте по существу вопросы. Вы знаете, мы не имеем влияния на наших политиков и на духовных лидеров. Километров Москва, Клин. А скажите, пожалуйста, вот в экспедициях вы пересекались каким-то образом с иностранными экспедициями, там мужскими, женскими или неважно какими, или, например, с коренными кочующими народами? И как у вас складывались взаимоотношения, если таковые были? На одном маршруте мы случайно встретились с немцем Петей Пеналеем, который был молодой парень, 25 лет, искал себе невесту, он был оленевод, рожден в Чуме, мы вместе с ним, он попросился идти вместе с нами параллельным маршрутом, поскольку мы двигались в Усть-Кару, на пути к Усть-Каре жил его дядя Иван, и также жили его родители. Он знал, где они там, их Чум в этот момент находится. И он предложил нам, что вот ему очень интересно, и он хочет с женщинами впервые в жизни, вот такая Сразу история пройти. Невест. Да, вот у него, он говорит, это для меня, говорит, такой шанс, я буду до конца жизни, говорит, рассказывать, как вот я иду с вами по тундре, вот светлый Чум,
Это палатка наша, значит, она такая светлая, прозрачная. А он-то под нартами обычно спал, если, ну, на оленях шкурах, малицы, накроется шкурами, и все прекрасно. Это такой обычный способ ночевки. А светлый чум, 8 баб и все мои. Вот такой поговор, такая присказка. Надо было ему собрать 50, что ли, оленей для того, чтобы отдать типа, я не знаю, выкуп за невесту. И вот он все никак не мог справиться с этой задачей, потому что олени, они же не гуртуются там. Он заснет, они уйдут куда-то в тундру покушать подальше. И у него проблемы были их как бы собрать. Ну, мы с ним вместе шли несколько, ну, недели полторы, наверное. Ну, практически рядом, вместе. И вот в нашей книге там есть дневниковые записи, в том числе и мои, о том, как вот это вот все там у нас происходило. Много смешных и интересных историй, ну, было с этим связано. Была экспедиция с американскими и японской участницей в 90-м году, в мае, подготовительная перед планируемой экспедицией к Южному полюсу. Мы планировали идти от станции Восток геомагнитного полюса до станции Амундсен-Скотт, американской, это Южный географический полюс, расстояние где-то 1200 километров, грубо говоря, вот, для того, чтобы замкнуть наш уже маршрут к Южному полюсу, второй этап. Но планы экспедиции рухнули, поскольку рухнула наша страна в 91 году, у нас произошли серьезные изменения социальные, вы сами знаете, что было. И в один прекрасный день стало понятно, что у нас нету больше научно-исследовательских институтов, они сами не понимают, как они завтра будут жить, как они будут финансироваться, кому нужно то, что они делают, потому что нету той страны, которая давала им эти задания, и нету механизма функционирования. И вы, как сами знаете, все очень здорово перестроилось за 90-е годы, и в длительное время наша наука была в таком загоне. В 90-м году вот мы работали вместе в экспедиции с американскими такими профессиональными путешественницами, а также японцы свою участницу выбирали путем такого серьезного национального конкурса на лучшую, наиболее достойную девушку, которая должна была какой-то, в общем, выиграть марафон, на выносливость конкурсы. И в то же самое время она должна была быть журналисткой, пишущей и способной снимать, чтобы полную яркую картину того, что происходит в экспедициях, создать. И вот перед своей нацией, Японией, она должна была быть как бы звездой номер один, которая вот в составе дикой женской команды, такая вся цивилизованная, покажет, как вот это было все. Вот. Она с нами сходила в одну экспедицию по земле Франца Иосифа, была на сборах подготовительных тоже на Кавказе, на период акклиматизации, адаптации у нас там был сбор. Были встречи с полярными такими первопроходцами, путешественниками, экстремалами, которые, в общем, были сняты с маршрута. И вот это, по-моему, какой 95-й год, экспедиция, когда метель шла по дрейфующим льдам к Северному полюсу, и после уже того, как были мы сняты с маршрута, в лагере оказалось, что мы увидели обмороженного, несколько людей было обморожено, в частности, был такой путешественник японский Мицуро Оба, и вот он практически должен был лишиться конечности. У него было обморожение,
какой-то, я не знаю, такой... Наши двое врачей, Татьяна Кузнецова и Ольга Федоткина, в течение 2 суток занимались вот интенсивно его лечением. И в конце концов у него появилась чувствительность в пальцах. И стало ясно, что если возвращается чувствительность, значит, все-таки живые руки, пальцы на ногах, и можно избежать ампутации. Первый вопрос, когда он там пришел в себя и понял, что это у него все заработало, он вернулся к жизни, а сколько это все стоит? Правильный вопрос. Вот. И он был потрясен, приятно удивлен, что вот, несмотря на то, сколько было сил, внимания и энергии вложено в его лечение, это все из чувства общечеловеческой симпатии было сделано совершенно бесплатно. Ну вот встречи были вот такого вот разного рода, да. Ну вот, кстати, именно вот японец присылает, ну, до последнего времени присылал периодически новогодние открытки. Открытки. Друзья, есть еще последний завершающий вопрос, самый красивый. Угу. Спросить ваше мнение о Федоре Конюхе, таком известном, да, и Шпаро, как они там сейчас чем занимаются и так далее. Давайте вот мы про отношения. Это сложно. Дело в том, что со Шпаро мы общаемся, и очень хорошо общаемся, и с Дмитрием Игоревичем, и с Матвеем, и с Никитой. Они прекрасно работают. И, кстати, у них очень хорошие программы для детей-инвалидов. Они работают по-другому, они работают с теми детишками, которые приезжают к ним в лагеря и так далее. И там очень хорошие программы. Мы так не работаем. В каких-то вещах мы смотрим на все по-другому и так далее. Но это никак не влияет на наши отношения. Отец Федор, ребята, это совершенно другая история. Он индивидуалист, он единоличник. Он персона, мы команда. У нас нет кого-то, без кого метелица встанет. Но у нас есть много кого мы не хотим терять. Да? То есть это принципиально разный подход. Вообще отношение к мужчинам хорошее, замечательное, но вот мужчины шутили по-разному. Однажды после взвешивания груза оказался перевес, и девушки из своих нарт достали вот такие железные чушки, на которых была приклеена бумага, в каждой положили, что сидели бы вы дома, варили бы борщи, а не метались по свету. Такая шутка, которая, дорого стоила, это очень тяжело. Были шутки такого рода, что заброска метелицы улетела на Диксон вместо земли Франца Иосифа. Это была очень злая шутка, потому что она грозила гибелью всей команде. Но, тем не менее, мужчины так пошутили. Не буду говорить, кто. Вот они так пошутили. Долгий период, было очень большое неприятие вообще метелицы, потому что очень многие мужчины прямо говорили: бабы только встали на лыжи, и вся пресса здесь. А ты там прешь, тащишь. И хоть бы кто-нибудь, хоть бы одну фотографию или статью сделал. Вот этот момент был. Просто за счет, даже не потому что женское, а потому что единственное. Но вы понимаете, что единственное, это всегда привлекает внимание. Но это отдельные истории, и это не самые умные и светлые головы. В целом, по сей день мы со всеми общаемся прекрасно и рады всех видеть. И вот некоторые звонят и говорят там: спасибо, вот мы грант получили, вы нам там помогли, вот все здорово. Шпаро пошел впервые в Арктику, получив очень исчерпывающие, полные, глубокие консультации на тему, как все организовать. От Валентины Михайловны Кузнецовой, моей мамы. Все ее наработки, контакты. То есть был пройден огромный путь, который ему не пришлось проходить. Он пошел по готовому в значительной степени. У него своя мечта, у него свой путь. Мы никогда никому не мешали. Мы всех всегда поддерживали. У нас есть некоторые вопросы к некоторым людям.
Да. Друзья, это был последний вопрос нашей сегодняшней встречи. Я хочу сказать, пока рано хлопать, подождите, хочу сказать, что вот в конце встречи я, во-первых, предоставлю слово заместителю директора Национальной библиотеки Республики Коми Данчиковой Екатерине Леонидовне. Я думаю, что, наверное, она скажет какие-то важные слова. И когда она это сделает, будет у всех возможность, я знаю, что кто-то получил на входе закладки, будет возможность... Не садитесь, лучше сюда положите. Вот, да. Ага. Будет возможность подписать, потому что потом мы сразу же бежим на самолет. Уважаемые гости, Национальная библиотека очень горда, и для нас огромная честь, что вот нашу Коми-землю посетили по нашей инициативе и по нашей организации такие отважные, мудрые, честные люди, которые сейчас вот, мне так кажется, что сегодня это очень редкое явление. Вы могли воочию вот увидеть этих героических женщин, которые не только своими походами, да, как мы все видели, проявили себя, они сейчас занимаются очень важным, нужным и таким добрым делом. Поэтому у вас есть вот такая единственная возможность поблагодарить их, подписать, не знаю, какие-то закладочки. А от лица Национальной библиотеки, естественно, от всего Коми народа, от Коми земли, мы дарим им национальные сувениры. Попрошу вас поаплодировать. Спасибо вам большое. Очень уж вы о нас высоко тут отзывались. Мы не такие гордые, не такие мы великие. Мы очень рады, что вы нас пригласили. Вы знаете. Поэтому вы ценны тем, что они очень простые люди в общении. У нас родился небольшой еще экспромт. Один из наших попечителей, одна из наших попечителей, Валентина Васильевна Жиделева, она сейчас, я так понимаю, что она очень растрогана встречей. Дело в том, что я и председатель попечительского совета Национальной библиотеки, которая каждый год вот в эти февральские дни проводит Дни Арктики в Национальной библиотеке Республики Коми. И к нам приезжают, вот здесь у нас и ученые, мы всегда рады нашим интересным гостям. А сейчас я еще и представляю Государственный совет, и очень благодарна. Мы делаем все для того, чтобы Республика Коми была вот в арктической зоне не только на карте, но и участвовала в тех проектах арктических, которые сегодня и есть, и будут в Российской Федерации. Поэтому большое вам спасибо. Мы, я думаю, осознаем все то, что вы нам здесь рассказали. Это очень здорово, что вы с такой интересной информацией приезжаете, в такие достаточно отдаленные, арктические тоже районы, как вы знаете, на самом деле, правда, спасибо за приглашение. Мы много ездим, нам есть чем сравнивать, но вы совершенно потрясающие. Вы совершенно потрясающие. Вчера Сыктывкар, мы были вот под таким впечатлением. Да, этот монастырь. Люди великолепные, природа потрясающая. Спасибо вам огромное. Вот как какой-то светлый, удивительный город, потрясающие люди. Просто потрясающе. Спасибо. А вот вы сейчас любите холод и вот так вот в снегу где-то там? Вы знаете, что на тему «любишь ли ты холод», наверное, каждый может сказать, в общем-то, у меня температура 36,6 градусов. И я не земноводная, вообще люблю тепло. Но мы вполне терпимо относимся. Вы такие активные, наверное, это тоже влияет. Мы можем жить в холоде. Я почему спрашиваю? Не буду говорить, какое место, но я специально езжу в одно место, где могу побыть при температуре минус 110 градусов. 5 минут я выдерживаю температуру в купальнике минус 110 градусов. Поэтому я прямо хочу туда, где вы были. Возьмите меня в следующий раз, если вы знаете, я просто хочу сказать, что когда я регулярно обтираюсь снегом в Антарктиде, вернулась в Москву, и в марте месяце уже начал таять снег, но я тут бегаю, тренируюсь по лесу, и пробежав
Думаю, ну, надо бы и снежком обтереться, потому что вспотела, вспомню-ка я это былое. И стала я обтираться этим московским снежком. И вообще никакого впечатления. Это он кажется просто, ну, это теплый. Это снег теплый, да? Вот такое чувство. Я вас приглашаю еще раз приехать в Сыктывкар. Раз вы сейчас улетаете, и мы не можем проехать до нашей дачи, вот здесь тоже настоящий снег. Я думаю, такой же замечательный, как в Антарктиде или как в Арктике. Спасибо. Спасибо большое. Так счастливы вашему снегу. В Москве в этом году нам совсем не свезло. У нас зеленая трава. Спасибо. У нас серая трава. Автограф-сессия. Если надо, кому только надо. Сейчас Ручки я куда-то хотела, делись? да, из моей сумки. Давайте, я написать принесу. вымпел и... Дайте кто-нибудь ручку, пожалуйста. Для связи. Хорошо. У вас вообще дальше.